Многие из нас неравнодушны к сладкому, но, к сожалению, к хорошему его чрезмерное употребление не приведет. Благо, сегодня этот вредный сыпучий белый продукт можно заменить несколькими, но не менее сладкими продуктами. В первую очередь, конечно же, свежими фруктами и ягодами. Их вкусовые качества и польза неоспоримы. На помощь также приходят сухофрукты, финики, курага, изюм. В день рекомендуется около горсти сухофруктов. Обрадуются и любители шоколада, поскольку и он в правильном питании имеет место быть. Шоколад рекомендуется брать черный с содержанием какао не менее 70%. 3-4 кусочка такого шоколада можно без вреда и даже с пользой для здоровья употребить в течение дня. Также можно готовить дома правильные сладости и правильную выпечку. Для этого вместо сахара мы используем, например, мед или растительные сиропы какие-нибудь сладкие, или заменяем на сахарозаменитель. Сахарозаменителей существует два вида – натуральные и искусственные. Искусственные к употреблению не рекомендуются. Натуральные бывают разных видов, например, сахароза, которая часто используется в приготовлении диетических продуктов. Но по калорийности она не уступает обычному сахару, поэтому при похудении продукты с ее содержанием употреблять не рекомендуется. Есть очень хороший натуральный сахарозаменитель – это стевия или стевиазид. Она является полностью натуральной, делается из травы стевии, и ее можно употреблять даже детям старше 10-летнего возраста. Также рекомендовано людям, страдающим ожирением и сахарным диабетом, потому что не воздействует на инсулиновый аппарат поджелудочной железы, то есть никак не вклинивается в обмен веществ. Она просто обладает сладким вкусом и нулевой калорийностью. Помните, все сладости нужно есть в первой половине дня и какой-либо один из видов. Обязательно читайте состав продуктов. Не верьте рекламе, которая гласит, что продукты на диетических полках магазинов все без исключения полезны. На самом деле из всего этого безвредными для фигуры являются только 10%. Поэтому любите себя и заботьтесь о своем здоровье.